ученый или обучающий мир перешел на формат онлайн. Все университеты в таком формате преподают, учебные заведения, школы. Вот эта ситуация, которая сложилась на нынешний день, она показывает просто, что это необходимо. Но и в перспективе, конечно, это тоже есть вариант, который очень серьезно надо рассматривать. Это вид образования, который несет с собой очень много положительных аспектов. Он позволяет большему количеству людей иметь доступ к образованию. Он помогает учащимся быть более самостоятельным, потому что они имеют возможность именно пользоваться намного большим количеством ресурсов в данный момент, когда они учатся, может, даже они экономят время где-нибудь. Но, конечно, есть свои отрицательные аспекты того, что они меньше общаются, меньше имеют такой прямой поддержки и контакта с преподавателем. Для самой системы образования это тоже очень важный аспект, дистанционное онлайн-образование. Почему? Потому что она тоже должна пользоваться новыми инновационными методами, которые будут ей позволять расширяться и расти. Конечно, она имеет свои системные осложнения, потому что некоторые моменты технологические тоже может быть трудно для многих институтов и для многих людей, которые не имеют возможности использовать новых технологий. Это тоже наша нынешняя кризисная ситуация с коронавирусом это показала. Одновременно надо иметь в виду, что само дистанционное образование это и как раз и более широкое понятие, чем просто онлайн-образование, оно уже существует давно, даже в XIX веке существовали виды образования, которые проходили как бы в письменном виде, через письма, через почту. Потом в XX веке это уже было с использованием радио или телевидения, а сейчас это интернет. И надо тоже иметь в виду, что есть разные виды как бы дистанционного образования онлайн, где полный автоматизированный может быть процесс передачи знания и получения знаний между преподавателем и студентом, либо как blended learning, который подразумевает, что часть времени студент именно имеет возможность прямого в классе, скажем так, интеракции, встречи с преподавателем. Поэтому бывают разные виды, бывают разные способы. Факт, что онлайн-образование часть нашего нынешнего образования, и она должна совершенствоваться и развиваться в будущем. Очень важно разделять между отношениями преподавателя и ученика-студента, а тоже ролями, которые они играют в образовательном процессе. Давайте сначала поговорим про роли. Я не совсем уверена, что преподаватель – это единственный источник или самый главный источник знания, который имеет студент. На самом деле очень важно, чтобы в том же самом образовательном процессе, особенно на университетском уровне, чтобы студент получал знания свои тоже из разных других источников для того, чтобы готовиться именно к лекции, чтобы он был способен разговаривать, а может даже просто задавать вопросы преподавателю, когда проходят занятия, чтобы он более глубоко понимал. Потому что понятно, что на занятиях можно охватить только определенный материал, и для того, чтобы на самом деле провести эти занятия эффективно, студент должен быть к этому готов. Это первый момент. Второй момент очень важный, тоже связанный так с дистанционным образованием, как и с традиционным образованием. Это очень важный аспект. Образование создан для того, чтобы у студентов развивать критическое мышление. И вот это мышление критическое, это должно быть одна из конечных продуктов наших образовательных усилий, которые особенно предпринимаем в университете, но на самом деле во всех уровнях образования. Поэтому очень важно, чтобы, так как это намного лучше получается в образовании в таком традиционном формате, чтобы студент мог быть в прямом контакте с преподавателем, чтобы они могли обменяться знаниями, задавать вопросы, отвечать на эти вопросы, чтобы этот дискурс научный развивался именно на базе критического мышления студента, и чтобы оно само по себе росло, чтобы студент мог, с одной стороны, получать знания, которые будут из разных источников, чему способствует на самом деле даже больше еще онлайн-образование, дистанционное образование, но с другой стороны, чтобы именно существовала возможность обмена между студентом и преподавателем. Это, наверное, по поводу роли. С другой стороны, именно отношения. Очень важно для того, чтобы эффективно происходил процесс обучения, чтобы кто-то мог чему-то учиться, либо кто-то мог кого чему-то учить. Это очень важно, чтобы у них были
скажем, такие хорошие отношения. Хорошие — это значит, они должны вообще существовать, потому что если в онлайн-образовании, особенно этим полностью автоматическим образованием, это просто определенное количество видео, заданий и ответ на как бы подсчет тестовых вопросов, все идет автоматически, там нету никаких отношений между преподавателем и студентом. В том моменте, когда на занятиях происходит важный и положительный обмен преподавателя и студента. И так как на самом деле эти отношения они не касаются только знаний, это тоже касается передачи определенных ценностей, которые есть у преподавателя, тоже вопросов на самом деле, чтобы усилять доверие друг к другу, потому что если студент может задать вопрос, может получить ответ, если может задать вопрос, который не до конца на самом деле раскрывает потребность знаний, которые у него есть, преподаватель, имея намного более широкий обзор данной темы, может именно уловить то, что не было даже сказано, и помочь студенту решить какой-то вопрос. Поэтому отношения, они на самом деле строятся по большому счету именно на доверии. А доверие строится именно в том, что люди встречаются, разговаривают в более сложных или в более простых ситуациях, могут обменяться и быть совместно. И это тот компонент, который только в ограниченном формате существует в нетрадиционном дистанционном образовании. Если этот доступ более простой, технический, больше людей будет иметь возможность учиться. Соответственно, мы понимаем, что чем более образованный человек, тем легче ему, тем как бы неравенство общественного, да, так экономического, в социальной жизни, даже бывает и в семейных отношениях или в разных аспектах. Так что это вероятно. С другой стороны, надо, конечно, посмотреть на тот аспект, что конечно, не все курсы, они доступны бесплатными, особенно если человек поступает в образовательную программу, полноценную образовательную программу, она, наверное, в многих случаях будет как раз платная, при том, что многие классические программы, там можно получать специальные гранты на обучение, либо в других странах, как в Германии, вообще эта система получается бесплатно. Поэтому вот это первый момент. Второй момент, тоже с точки зрения доступа и, соответственно, снижения неравенства, надо учесть, что требует определенные технологии, чтобы быть в состоянии участвовать во всех в широкомасштабных образовательных программах. Это не просто уже только компьютер, а может даже и все системы, софтвер и все прочее, которое для этого будет использоваться. И опыт наших нескольких месяцев сейчас показывает, что очень многие люди, очень многие студенты, особенно более с удаленных из меньших городов, они просто такого доступа не имеют, в том числе, например, до очень хорошего интернета, чтобы большие количества данных скачивать. Надо тоже понять, что онлайн-образовательные программы — это не просто только материал, который выставляется онлайн. Для того, чтобы студент мог учиться, делать исследования, развивать свое критическое мышление, должны быть очень огромные доступы именно электронным библиотекам хотя бы. И тоже надо учитывать, что университеты, либо те, кто предлагает такое онлайн-образование, должны не просто предложить курсы, а тоже материал, с которым студент дополнительно может пользоваться, чтобы вести успешно свое обучение. Второй момент, я думаю, что образование — это такой вид деятельности, который не просто сужается до передачи знаний, да, который вроде как типично его классическое понимание. Но очень важно, это тоже процесс именно социализации и развития вообще человеческих качеств и человека как человека. Да? В общем контексте, в общем формате это очень важно, что человек приходит, он вступает в определенные отношения с преподавателями, это один вид отношений со своими сокурсниками, это совсем другой, с администрацией университета, учебного заведения. Очень важно, что для него социализации, для того, чтобы он был полноценным, именно получал полноценное социальное развитие, это тоже отношения. Поэтому это тот достаточно такой уязвимый момент, где мы можем говорить о снижении социального неравенства. Абсолютно, еще раз подчеркиваю, согласна, что чем больше знаний, тем ниже социальное неравенство.
Но, с другой стороны, именно надо понять, насколько сопоставимые знания, которые полностью в полном объеме, не только знания, а именно вот эта социализация, студент получает при сравнении традиционного и онлайн образования. Поэтому на самом деле в том контексте, с точки зрения социального неравенства, наверное, здесь ближе и больше надо обратить внимание на исследования, которые в этом контексте нужны. Когда почти все образование ему пришлось перейти с традиционной формы обучения в онлайн-форму, в дистанционное образование, это на самом деле определенный кризис тоже в системе образования. Что хорошо, кризис, конечно, он всегда ведет к тому, чтобы появились какие-то новые решения, но он выявляет действительно определенные проблемы. Одна из первых проблем – это самоподготовка преподавателей преподавать в системе дистанционного образования, потому что это совершенно другой подход и совершенно другие способности и навыки, которым надо обладать преподавателю, чтобы он был в состоянии свое знание передавать в качественной форме. Очень важно, чтобы преподаватели тоже к этому учились, чтобы университеты готовили преподавателей к этому, чтобы давали им такие определенные знания и новые возможности лучше преподавать в формате онлайн. С другой стороны, проблема тоже лежит по стороне студентов. Это, не совсем проблема, но в ситуации, когда человек учится онлайн вынужденно, а не по своему собственному желанию, это тоже есть определенная сложность, потому что студенты, которые приходили в университет учиться в очном обучении, вдруг попались в систему онлайн или дистанционного образования, на что, они тоже не всегда имеют определенные желания или даже являются готовы. Очень часто, когда студенты к нам обращались, было слышно, что это очень трудно быть в одном замкнутом помещении, сидеть постоянно и целый день только со своим компьютером и не иметь никакого более широкого социального именно этого контекста образования. Поэтому поддержка студента – это очень важно, не только формат передачи знаний, но поддержка в том, чтобы они были в состоянии принять вот эти знания в данной сложившейся ситуации. Но если мы говорим вообще о системе образования в формате онлайн, или, по крайней мере, ей определенных компонентов, это тоже должен быть определенный системный подход помощи и подготовки студентов в том, чтобы они были в состоянии это образование вести, чтобы занятия удерживали внимание студента, чтобы были разнообразными. Это тоже самому студенту поможет проходить формат онлайн-образования. И, конечно, мотивация, потому что если студент реально записывается на онлайн-курс, он будет совершенно к этим занятиям по-другому подходить, чем тот студент, который вынужден проходить онлайн-курс, потому что не может получать другого вида образования. Третий момент, который выявился в рамках этого кризиса, он тоже связан с правовыми рамками, потому что на сегодняшний день в Казахстане недопустимо проводить онлайн-образование, полноценное онлайн-образование, например, на уровне магистратуры. Соответственно, это тоже правовое поле, которое должно быть измениться для того, чтобы именно на этот, не хочу его называть вызовом, а наоборот возможность, которую дает онлайн-образование, чтобы она могла быть лучше использована в системе образования. Будто это в полноценном варианте, либо частично, но могла именно легально, согласно закону, использоваться в Казахстане. Важно отметить, что цель образования – это действительно не просто передавать знания, а сиять разумное, доброе и вечное. Это очень важное задание образования. И как с этим заданием справиться в системе или в ситуации, которая на самом деле не была так запланирована. Надо, конечно, заранее готовиться. Если сами по себе университеты были бы готовы к более инновационным технологиям и подходу к онлайн-образованию, этот кризис или этот переход не был бы болезненным. Соответственно, это можно, конечно, на будущее улучшить. Что можно сделать сейчас? Можно, конечно, и это было сделано, по крайней мере, в нашем университете, предполагаю, что в очень многих университетах, потому что это было тоже и желание, и конкретно поручение Министерства образования Казахстана, чтобы ввести определенные службы поддержки как студентов, как и преподавателей, чтобы всегда было понятно, к кому обратиться, когда здание стоит пустым и на самом деле обычный телефон не отвечает, чтобы были те другие телефоны, где мы можем разные службы поддержки контактировать.
конечно, в первую очередь техническую службу поддержки, но всякие тоже другие разные. Было тоже проведено и правильно очень много тоже таких курсов, тренингов, вебинаров, занятий для самых преподавателей и для самых студентов, чтобы их в данный момент поддержать, чтобы вот эта система именно дальше могла сиять вот то доброе, разумное и правильное, да, чтобы вот именно сама система, она могла существовать в таком контексте, как она должна, чтобы она не была просто чистым трансфером знаний. С другой стороны, надо нам иметь в виду, что вот именно сама система должна развиваться, и именно инновации мы должны быть в любой момент готовы на инновации. Может, они не всегда, и надеемся, будут проходить так сумбурно, и так быстро, и так внезапно, но, с другой стороны, очень важно, чтобы быть на них готовы, чтобы системы образования были настолько эластичными, и чтобы те люди, которые в них работают, были тоже эластичными и готовы на инновации. Но это, наверное, уже сам 21 век, он и это требует от системы образования, уж не самая сложившаяся ситуация, только то, чтобы университеты именно открылись на инновации, открылись на то, чтобы они были в состоянии более широко отвечать на потребности общества, его общее развитие.